Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 2 марта 2020 года. Выпадает карта «Букет» из колоды Ленорман. Карта говорит о том, что день будет очень благополучным, будут исполняться наши желания. День такого исцеления, когда мы получаем вот то желаемое внутреннее спокойствие, к которому стремились. Этот день связан астрологически с Венерой. То есть все, что связано с любовью, красотой, уютом, комфортом, общением, вот все здесь будет удачно. А также карта говорит о том, что хорошо сегодня было бы посетить красивые места, либо то, что связано с искусством, с музыкой, просто погулять. Карта исцеления, если кто-то болел, то вот прекрасная возможность, чтобы прийти в себя. А теперь Овны. Овнам выпадает карта «Письмо», и будет очень важное какое-то сообщение, которое порадует. Вот по основной карте «Букет» это сообщение обязательно будет на благо нам. Также карта говорит о том, что мы можем получить какие-то долгожданные извещения, посылки, письма и так далее. Может быть, посылки. А также карта говорит о том, что могут быть какие-то переговоры, когда мы лучше понимаем человека. В общем, все, что связано с информацией, все, что связано с переписками, все, что связано с общением, когда мы далеко друг от друга, вот этот день удачный. Кроме того, эта карта связана с бумагами. Если, допустим, нужно купить билеты, если нужно договориться о чем-то, да, может быть, не подписать договор в этот день, но хотя бы договориться, тоже замечательная возможность. Для тельцов выпадает карта «Женщина». Эта карта говорит о том, что нужно посвятить время дому, семье, близким людям. Нужно задуматься о том, чтобы этот день стал значимым, памятным, чтобы вечером было что вспомнить, чтобы даже по истечении какого-то времени вы этот день вспомнили, да, то есть должно быть какое-то важное наполнение у дня, и от нас это зависит. То есть мы должны сами сделать день запоминающимся, счастливым, таким наполненным удовлетворением, общением и так далее. Теперь у нас близнецы. У близнецов выпадает карта «Лиса» на этот день. И карта говорит о том, что замечательный день для того, чтобы заниматься любимым делом, искусством, творчеством. Замечательное время для того, чтобы строить какие-то планы на будущее. И, конечно же, карта общения, когда мы стараемся понравиться, когда мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Также могут решаться какие-то запутанные вопросы, дела. И, в принципе, вот по этой карте может быть, конечно же, и обман, то есть нужно обращать внимание, с кем мы общаемся и кому что говорим. То есть не нужно говорить лишнего о себе, чтобы этой информацией не воспользовались нам во вред. Но так как у нас карта букета, все-таки эта карта лиса больше открывается именно с положительной стороны. Еще по этой карте можно сказать, что вы будете заняты, может быть, даже деятельностью какой-то, несмотря на то, что это у нас, хотя это же у нас не выходной день, это у нас уже рабочий день, да, эта карта связана с деятельностью, такой занятостью, когда очень много дел, когда мы заняты карьерой, должностью, профессией и так далее. Для раков выпадает карта рыбы. Замечательное время для того, чтобы получать деньги, прибыль, для того, чтобы вкладываться, договариваться о том, чтобы в деньгах была какая-то удача, договариваться с новыми партнерами. Также карта говорит о том, что будет вести в продажах, в коммерции. Если вы связаны как-то с импортом, экспортом, тоже здесь может быть хороший результат. И также карта говорит о том, что если вам будут предлагать какие-то условия, которые вас загоняют в зависимость, то не нужно на них соглашаться. Вот карта рыб – это карта независимости. Да? Вот нужно так строить свой день, чтобы никогда ни в чем и ни от кого не попадать в зависимость. Для
львов выпадает карта собака. Скорее всего, день будет связан со взаимоотношениями, то есть главные события будут во взаимоотношениях. Будет, скорее всего, какая-то ситуация, когда ваши близкие проявятся с лучшей стороны, когда вы поймете, что они очень надежны, что им можно верить, доверять, что это люди, которые которым вы не побоитесь сказать самое важное, самое там дорогое, секретное, доверить и так далее. Для тех, кто не в паре, есть возможность встретить человека по судьбе. Для девы выпадает карта аисты. Здесь у нас перемены, да, переезды, какие-то неожиданные новости, может прибавление быть в семье, какие-то новые люди могут приходить в дом, могут быть просто поездки, допустим, куда-то уезжаем далеко от дома, чтобы потом вернуться. Вообще улучшение ситуации и любой прогресс, вот все, что бы ни происходило сегодня, все будет к лучшему. Посмотрим теперь для остальных знаков. Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Итак, у весов сегодня день, скорее всего, очень больших перемен, неожиданностей. Скорее всего, были какие-то преграды в последнее время для того, чтобы решить важный вопрос. Вот сегодня есть возможность как раз эти преграды убрать и все поменять в своей жизни. Либо вы сделаете это сами, либо сама жизнь это сделает. То есть окончание какого-то важного периода, завершение какого-то важного проекта. Может быть, внутри какая-то перемена. Допустим, вы были уверены в чем-то одном, и происходит ситуация, которая меняет полностью ваш взгляд на жизнь. Кроме того, карта может быть каких-то отрицательных эмоций. Может быть, как-то неправильно себя ведем, как-то слишком, может быть, резко или гневу поддаемся. Может быть, карта, которая говорит о том, что изменения в здоровье, в самочувствии. Да? Если вы болели, то вот есть карта, то есть возможность выздоровления. Но в любом случае такой переход, причем резкий довольно-таки, от одного к другому происходит. Для скорпионов выпадает карта перекресток. Здесь тоже перемены. Здесь, скорее всего, придется выбирать. Какая-то ситуация сложится, когда нужно будет принять быстрое решение. И будет, скорее всего, много вариантов, и трудно будет это сделать. Трудно будет остановиться на чем-то одном. Также карта говорит о том, что будет сегодня очень много возможностей. Желательно сегодня тоже думать только о том, как принять свободное решение, чтобы никто на вас не влиял. Вот это очень важно. И еще, если вы занимаетесь посреднической деятельностью, то замечательный день для того, чтобы получить хорошие результаты. Для стрельцов выпадает карта ребенок. И день будет, скорее всего, весь в заботе, да, о других людях. Может быть, также вы поведете себя очень искренне, откровенно с близкими людьми, и это вас сблизит, это вас порадует. Кроме того, если это дел касается, то мы можем вести себя как-то незрело, да, то есть или, может быть, слишком открыто, и, опять же, это может быть нам во вред. То есть в делах нужно, конечно, быть очень осторожными и не доверять первым встречным или словам других людей, все проверять. А вот в отношениях, наоборот, хорошо быть открытым, искренним и поддерживать друг друга. И эта карта также может напрямую касаться детей у тех стрельцов, у кого они есть. Может быть много вопросов, которые связаны с детьми, придется решать. Для козерогов выпадает карта дерева, день здоровья, день жизненной силы, день, связанный с семьей, причем могут происходить какие-то очень важные события по судьбе, которые вот влияют на всю вашу семью.
А также карта связей с людьми, которые вот с нами именно вот кармически связаны, то есть они пришли к нам по судьбе. Это могут быть новые встречи, это могут быть наши родственники, да, которые могут вдруг пожаловать в гости или просто напомнить о себе. В общем, здесь вот именно такие связи, которые не просто случайные. Люди, которые влияют каким-то образом на нашу жизнь. Но если говорить о здоровье, то замечательный день для здоровья, для выздоровления, исцеления. Также здесь может быть успех, получение финансовой прибыли. Ну, в общем, здесь все, что касается блага для семьи и близких. Если у вас цель заработать для семьи, там, построить дом, купить недвижимость, в общем, все связано с семьей, то это все удачно. В общем, это карта роста, когда все наши дела идут в рост, когда проявляются какие-то наши способности и таланты, которые глубоко в нас заложены. В общем, замечательная карта для того, чтобы вырасти во всем, перейти на новый уровень. Для водолеев выпадает карта «Кольцо». И здесь может быть либо сделка какая-то удачная, либо заключение договора, соглашения. Карта связана с отношениями, когда у нас есть обязательства. То есть это может быть предложение руки и сердца, это может быть брак, это может быть заключение договора с человеком, с которым мы будем вместе работать, и у нас будут общие обязанности. Также карта дара, то есть подарка. Может быть, просто кто-то неожиданно преподнесет вам подарок сегодня. Это может быть что-то материальное, а может быть какое-то просто приятное событие, которое вас порадует. И карта, когда нам говорят «да», то есть вот мы, допустим, должны поговорить с каким-то человеком, и до этого времени боялись, что он не согласится, что он не даст положительный ответ. Вот сегодня как раз вы получите этот самый положительный ответ, который вы ждали. Также карта говорит о том, что будет какое-то объединение, примирение, если вот это для вас важно. Какое-то предложение очень хорошее. В общем, эта карта связана с Венерой, и здесь вот именно удовлетворение, гармония, нахождение общих решений и так далее. Хороший день. Для рыб выпадает карта Крест, день очень важный. Карта говорит о том, что могут быть какие-то тревоги и заботы, могут быть какие-то сложные моменты в жизни, да, когда будет требоваться какое-то срочное решение. Либо это будет очень такая сложная, неожиданная ситуация, когда мы просто не знаем, как реагировать. Но в любом случае мы можем сегодня ошибаться, да, какое-то неправильное решение принять, и это может закрыть для нас возможность либо в работе, либо в отношениях. То есть лучше сегодня все-таки советоваться с людьми, которые для вас важны, которым вы доверяете, прежде чем принять какое-то важное решение, потому что сегодня вы можете заблуждаться и принять неправильное решение, которое может вам навредить. Кроме того, это карта трансформации, она связана с Плутоном, когда происходят какие-то очень резкие изменения, когда очень мощные какие-то события происходят, они могут быть связаны с отношениями, с деньгами, долгами. В общем, очень важные, серьезные события. И вот здесь без совета лучше ничего не делать. То есть человек рядом с вами должен быть мудрый. В общем, прежде чем что-то сделать, нужно посоветоваться и тогда уже взвешенное решение принять. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.